Погода, чередующаяся резкими скачками температуры воздуха, превращает дороги и тротуары в ледяной каток, удержаться на котором удается не всем. Как следствие непогоды – увеличение количества травмированных пациентов. Только за ноябрь с увечьями различной степени на больничной койке травматологического отделения оказалось 75 пациентов. 40% из них – жители районов Зауралья. Вышла с работы и пошла домой обычной своей тропой. И, видимо, или неудачное место, или с крыши натекло, наледь такая была. И вот так вот неудачное падение и перелом руки. А когда я пришла в приемный покой, мне медсестра сказала, что в этот день много было поступлений и таких вот переломов. Мы даже 3 человека сидели, и почему-то у всех левые руки ломались. Хотела пожелать поменьше травм. Пока вот я лежу, уже 3 кровати освободилась. Упал по дороге, по льду, по гололеду. Так получилось, что об камень ударился. Сломал палец, перелом. Хотел бы поблагодарить врачей всех. Огромную благодарность выражаю. По статистике, люди получают травму не только на улицах города. В гололедицу есть большая вероятность попасть в серьезное ДТП. В результате полученных травм, несовместимых с жизнью, 1 человек умер в стенах медучреждения. Самые тяжелые пациенты, так скажем, у нас при ДТП бывает, потому что удар сильный, и в основном, если на трассе это происходит, то решать каждую секунду важно для нас. В основном черепно-мозговые травмы при ДТП. Специалисты травматологического отделения отмечают и увеличение случаев падения с высоты. Такие пациенты доставляются в приемный покой в основном в состоянии алкогольного опьянения, создавая медперсоналу определенные трудности. В целом, избежать неудачного падения в гололедицу поможет удобная обувь, о спешке же рекомендуется пока забыть. Луиза Мустафина, Дамир Хайбулин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.